Ребята, всем привет. Ну что, приехал на лед, на речку, ребята. Стоят у меня тут комбайны. Вчера ездил за дровами. Ну а сегодня вот приехал, оставлял на ночь. Приехал проверить. Ну и сегодня хочу съездить к Лехе, отвезти посылки ему. 2 посылочки от Андрюхи с Питера. Ну, в общем, заодно, думаю, отвезу, так как собираюсь на рыбалку сейчас на 3 дня. Уеду, надо сделать дело. Ну и здесь, в общем, у меня какая-то рыбалка. Вчера утром приезжал, была сработка, голавль, елец, и днем хорошая плотва попалась. Ну, сегодня смотрю, ребята, загибов нету. Вот так вот. Смотрите, вчера какое-то шевеление было, смена погоды, ветер скоро будет. Там неделю ветра начинаются, февральские бури. Ну и вот смена погоды. Нет рыбалки. Жалицы так и промолчали. Ни одного загара за 2 суток. Налимчик странно не ходит, что ли. Ну и, короче, в общем, ребята, сейчас проверю комбайны. И, наверное, возвращаться я не буду. Возможно, пройду вот тут по лесу. Вчера тут дрова пилил, топтанул немножко дорогу. И полями выскочу там. Короче, срежу дорогу, не знаю, получится там выехать, мне нет. Ну, короче, как-то так доберусь до села вон там. Ну, навещу Леху, в общем. Короче, такие дела, ребят. Ладно, сейчас быстренько проверимся, посмотрим. Ну, загибов нету, явно нету. Это очень плохо, ребята, это очень плохо. Ну да ладно, что поделать? Ничего не поделать. Ладно, давайте проверим быстренько. Ну и поедем. Вчера вот на этот комбайн был дуплетик. И днем вот получается вот эта бровочка работает. Ну сегодня здесь никого. Как ни странно. Да. Ну кто-то все равно ходил, кто-то трогал. Мелочушка-то какая-то ходит все равно. Ох, сколько грязи-то. Все равно, ребята, грязь. Грязи много. Все в порядке. Вот тут тоже вон трогали, смотрите, все обглодано. Здесь вообще нету ничего. Короче, мелочь какая-то трогает. Какая-то мелочушка. Ребят, моя, смотрите, свежая. Ну как свежая, вот позавчерашняя. И вот опять следы. Ну это волк, 100% волк. Вот он выходил, следы он большие. Какой-то одиночка, что ли, ходит, блин. Да. Ну по буранке ходит, нормально ему. Так, друзья, выскочил на дорогу. Многие спрашивают, сколько, Андрюха, пойдет твоя техника. Давайте замерим. У меня есть программа. Так. Путевой компьютер. Вот здесь будет, ребята, скорость определяться. Сейчас восстановится. Ну, в общем, вот здесь все, грубо говоря, по нулям. Спутники поймали. Все, полетели. «26 уже, ребята. 40 километров.
В общем, ребята, в районе полтинника можно на нем поднять. Но на лонге, вот на 500-м, ребята, я подымал 60. Также замерял, получается. В общем, здесь немножко скорости он уступает. Ну, 50 км в час, ребята, куда он нужен? По лесу? Да, здесь вот можно идти. Чуть-чуть побыстрее, да, потому что дорога. А так, в общем, 40 километров, ребята, он прет. На Тополаре, на лонге я подымал 60 километров. Обманывать не буду, честно говорю. Вот здесь вот 45. Можно еще развить, не спорю. В общем, вполне достаточно, ребят, нормальная скорость. Ну вот и я в селе, ребята. Леха дрова пилит, что ли? Это не Леха, сосед. Да, все дровами занимается. А я тут рядом был. Да, я тут что-то рыбачу немножко. Насысали здесь? Насысали? Да. На комбайны, на донки. Тут головлю попадаются, красноглазки. Ну, вчера вот, сегодня сейчас приехал, не этот, ничего. Вот он этот, курушку купил тоже, да, он не раскатывал. Ага, да. Говорит, блядь, как-то на донке ловят, говорит, там как колокольчиками, блядь, Ну, сидят ночью там, типа. Ну, типа того, да. Короче, этот, Андрюха опять посылки отправил с Питера. Блядь, опять я... Ну, там, короче, продуктов, понял. Короче, 2 коробки тут тебе. Гуманитарная помощь, понял, Леха? Эту не знаю, не распечатал. Тут точно продукты. Там рыжему коту, понял, там китикет, короче, все дела. И тут еще, я не знаю, он прям подписано, что... Что-то попало, да? Сегодня ничего не попало. Что ты, чаем напоишь? Пойдем. Рыжий. Сейчас тебе там много тебе вкусняк, слушай. Это Андрюха, да, опять. Андрюха, опять, короче, бас-подгон сделал. Спасибо большое. А тут я не знаю, Лех, что там этот лежит. Вон, тут еще прорезать надо. Это... Ну, этот написано, вон тебе, видишь. Я даже ее не открывал, не смотрел. Тут я там открывал, там продукты, масло, короче, там гречки, там туда-сюда. А здесь я не знаю. Надо, говоришь, потом ловится хорошо, да? Ну, слушай, я вон 2 дня пробую так что-то, какую-то рыбалку сделать. О, кофе. Вот тебе и кофе, может кофе выпил? Да я со смородиной буду чай пить, ты что? Может лучше кофе. Нет. Может лучше кофе. Короче, гуманитарка, Леха, понял, подъехала с Питера. Вон, короче. Сахар, чай. Чай, да? Да. Все, короче. Тушеночки, сгущеночка. Все серьезно, слушай. Ну вот. Можно на поингу ездить. Можно на поингу ехать на рыбалку. Ну, смотри, сколько ужас. А зачем столько много это? Ну, слушай. Это на месяц можно туда. Чай, Ну, вот. слушай, что, этот для поддержки штанов тебе что, нормально же? О, чайку, кофе. Вот как раз тебе. Нормально. Говоришь, чай закончился. Вот как раз чай тебе. Паштет тут и... Печенок не откроем. О, нифига там, смотри, сколько. Откроем, может? Да не, Откроем, давай, что? нормально там слышишь, баночек-то. О, вот это вообще огонь. Говядинка. Ну все, так в коробке оставь тогда, что. Килька. Вон, смотри, Лех. Тут этому рыжему сколько? Этикета, короче. Этикет завернут, блин. Тут, короче, это знаешь, Леха, от кого? Вот этот. На Рождество, говорит, приезжали в гости подруги 2. И видео, говорит, посмотрели. Это, короче, от подруг, понял, питерских. Там вон, смотри, сколько этого рыжему.
Короче, убирай там все. Разбирайся сам. Приехали к нам в гости две подружки. Посмотрели видео про Леху и, узнав его жизненную ситуацию, решили принять участие в сборе этой посылки. Понял? Так что это от девчонок с питерских. Вот так вот, Леха, понял? Подожди. Смотри. О, погнал. О, давай, рыжий. Слышь, по душе ему, да? Тема такая там. Хозяин рыбу не ловит, блин. Рыба он у меня уже запахом пролежала там. Я уже ему даю. Понятно. Сразу не почистил, видишь. Надо было Давай на связи туда. Ну, давай. Давай. Ты что, звони. Все, полетел, Лех. Ну, давай. Давай на связи, ну. Попробуем срезать, ребята. Такой круг не пойду. Сейчас выскочу на реку и пойду вдоль. В общем, ребята, я на реке. Одни лисы, блин, ё-моё. Здесь обрыв большой, близко не надо идти. Красота. Вот, ребята, спрашивайте, как он идет по Пухлячку. Да великолепно он шагает. Просто нет проблем. За пару дней у меня тут уже буранка, блин, колом стала. Целая дорога. Ну вот и на реке, ребята. Да, реально дорога короче. Ну что тут комбайны? Молчат? Молчат. Комбайны жалятся, молчат, ребята. А будем собирать. Крокодил не ловится. Не растет кокос, блин, ё-моё. Ну что, друзья, добрый вечер, доброго времени суток. Я уже дома, в общем. Ну вот так как-то получается за один день побывал в 3 населенных пунктах. Это в поселке, где я родился. В село ездил к Лехе, где живет Леха. Ну и в общем вернулся в село, где живу я. В общем, у нас вот такая деревенская ностальгия, ребята. И хотелось показать, ребята, две посылочки у меня от друзей, от зрителей канала. В общем, такое видео, ребят, о посылках, в общем, да. Ну и хотелось распаковать вместе с вами две посылочки с Москвы и, в общем, с Мурманска, ребята. Давайте вместе взглянем, что да как. Посылки не крупные. Одну точно знаю, что есть, что в посылке, как бы, а другую прям вот не знаю, ребята.
Давайте взглянем, посмотрим, распакуем и, ну, короче, как всегда интересно. Погнали. В общем, ребята, две таких коробочки. Первая коробочка это с Мурманска, ребята, Кольского района, Мурманская область. Аркадий Дмитриевич отправил вот такую коробочку, ребята, вес 1,5 килограмма. Но здесь я знаю, ребят, что есть. Мы с Аркадием переписывались в ВК, и, в общем, Андрюха говорит: хочу угостить тебя, говорит, своими уловами. Такая рыба у вас не ловится, а у нас, как бы, говорит, такая рыбка ловится. И, в общем, попробуй, как на вкус рыба, ребята, которая водится в Мурманской области. Бабам! Так, ребят, вот такой пакетик. Пошел запах. Ну, как вы думаете, ребят, что можно получить с Мурманской области? Наверное, многие догадались. Ребята, это рыбка. Аркашка вот так запаковал плотненько. Смотрите, ребятки, какие пакеты. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 вот таких пакетов. Не знаю, даже 8, что ли. Бабам! Ребята, это камбала. Вяленая камбала. Крутой, говорит, продукт, ребята, под пивко, под пенные напитки. Смотрите, какая красотка. Вот, в общем, если честно, ребята, я вот даже не могу вспомнить, пробовал я, не пробовал. Ну, у нас в республике продается, естественно, разная рыба. Ну, в магазинах такую рыбу у нас я точно не видел, а вот пробовать, не пробовать, я даже вот не могу вам, ребят, ничего сказать. Сразу потекли слюнки. Ребят, смотрите. Красота. Тут, ребят, знаете, что надо делать? Тут надо сегодня вечером надо звонить корешам, заезжать в магазин, сами понимаете зачем, топить баню и провести вечер в кругу друзей под вот эту рыбку, выпить за Аркашку, за рыбалку. Вкусно, ребята. Я думаю, наверное, так мы сделаем. Сегодня у нас 9-е. Среда. Ну, я думаю, с графика не собьемся. Но сегодня можно будет расслабиться. Вот такая рыбеха, ребята. Давайте я еще один открою. Да, смотрите. Но она прям... Ох, ну это вообще крутая. Смотрите, ребята, она большая. Это намного больше лапать. Смотрите, как светится. Круто. Да, ребята. Что могу сказать? Сказать тут нечего. Тут надо просто делать, как я сказал. Встречаться в бане. И покушать рыбки. Аркашка прямо души, братан. Вот. Сегодня вот с этим пакетиком мы, наверное, встретимся с друзьями
переговорим. Выпьем за рыбалку, за здоровье. Круто. Спасибо, Аркадка. Прям такой пацанский подгон, так скажем, да? Ну, естественно, как бы мы тоже рыбу вялим. Я сам вялю рыбу. В бане, вот даже зимой мы это делаем. На любителя кушаем. Ну, здесь прям тут 100% надо прям затопить баню и все это испробовать. Круто. Так, друзья, идем дальше. Вот вторая посылочка такая, вес кило 760. Я даже не знаю, вот что в ней, ну, примерно предполагаю. Вот, помнится мне, общался я с человечком, в общем, хотел он мне кое-что показать. В общем, Московская область, ребята, Бычков АВ. К сожалению, я сейчас не могу сказать точно от кого, но примерно я предполагаю. В общем, давайте, ребятки, тоже распакуем, посмотрим. Подарки все-таки это круто, это приятно. Не знаю, вот прям не могу, ребят, предположить, что вот там может быть. Так, не знаю, ну коробка, какая-то коробка запечатана скотчем. Так. Ага. Есть конверт, ребята. Это уже прям хорошо. Это уже прям хорошо. Так, просто коробка. Она нам не нужна. Что, давайте распакуем на конверт. Не знаю. Так интересно, ребята. Смотрите, открыточка с Новым годом. Это вот все же прошел, ребята, уже февраль месяц. Видите, вот посылки только приходят вот только вот прям сейчас. Такая открыточка. Неграмотное письмо. Так. Привет твоей семье от нашей. Надеемся на подарок, тебе пригодится и порадует. Хочу рассказать, как работает сигнализация. Все, ребята, я так и понял. Мы списывались, не помню, в Инстаграме. Вроде Александр зовут, если не изменяет мне память. Он изготавливает сигнализации вроде на лодке. На лодке, да. Сам. И хочу, говорит, тебе отправить именно, говорит, подарок. Вот то, что делаю сам. Ты, говорит, оставляешь лодку и уже, говорит, будешь, не знаю, спать в палатке и нормально себя чувствовать. В общем, хочу рассказать, как работает сигнализация. Срабатывание происходит в момент размыкания, замыкания обрывов на любое вмешательство. Все, я понял, ребята. Я примерно видел такая штука. Там провод хочешь обрезать или просто хочешь отсоединить, он все равно срабатывает. Пропускаешь провод через вещи, которые хочешь защитить: лодку, бензобак, мотор и так далее. То есть можешь сохранить не только свое имущество, но и имущество своих друзей и знакомых. Мигающий световой сигнал показывает, что объект находится под охраной. Длина провода 50 метров. Рабочее напряжение 6 Вт-12 Вт. Минимальное потребление тока, поэтому подойдет источник питания от 7H, как пример. Если еще кто-то заинтересовался, можно дать на меня ссылочку. В общем, ребята, есть ссылочка. Алексей. Все, прошу прощения, Александр. Алексей, да, вот мне писал в Инстаграме. Номер телефона, ребята, и почта. Алексей и Людмила. Круто, круто. Я этот прибор, кстати, видел у канала Жора Лайв. Саня, я с ним общаюсь. В общем, 50 метров провода, ребята, это реально можно вот спать наверху на берегу и провести провод реально через каждый момент, через кружку и через что-то, как-то кто-то что-то тронет именно вот, то все это будет срабатывать. Круто, круто. Блин, фига себе. Я, Алексей, забыл реально за то, что вы мне написали. Я вроде как дал вам адрес, а потом мы с вами даже не переговаривали, ничего не списывались.
Давайте, ребята, распакуем, посмотрим, что да как вообще. Что за сигнализация такая? Блин, ну нифига. Да, я просто видел. У нас, в принципе, как бы, ну спишь ты на берегу, да, в общем, как будто бы все под контролем, да. А вот, допустим, вот если ехать куда-то, уже где есть народ, допустим, да, вот там оставаться на берегу, там где-то, я не знаю, то, естественно, такая вещь, она прям нужна, да. Но я же понимаю, что это не только к лодке можно использовать. Это можно вообще к любому имуществу, реально. Так. Ну, все грамотно запечатано. Бабам. Так, ребят, смотрите. В общем, вот у нас есть провод белый, который в бухте 50 метров. 50 метров. В общем, мы все это протаскиваем через кружку, да, вот, допустим, и получается подсоединяем штекер. Вот, у нас здесь загорится, я так думаю, понимаю. Вот. А уже непосредственно у себя на лагере мы включаем вот такой штекер. Ну, это прикуриватель, я не знаю. Ну, сейчас везде разъемы на аккумуляторах, на различных пойрубанках больших я даже видел, ну, в таких переносках. Вот, в общем. И, соответственно, сигнализация у нас работает. 50 метров. В общем, если мы хотим, получается, отсоединить, у нас он будет пищать. Я, правда, не знаю, как будет происходить сигнал. У меня сейчас не к чему подсоединиться. Но, в общем, в дальнейшем, ребят, я обязательно покажу. То бишь, у нас срабатывает она. Мы хотим обрезать провод. У нас она срабатывает. Здесь мы хотим обрезать провод. Она у нас срабатывает. Я, в общем, понимаю, так эта структура работает. Так, ну вот, в общем, ребята, все это очень просто, но выглядит, конечно, интересно. Как вы думаете, ребята? Кто-то видел такие темы? Кто-то встречал? Я лично видел на канале Журалав, ребята. Не знаю, ссылочку сейчас не смогу найти, но, в общем, Саня показывал, как работают такие сигнализации, и это реально очень круто. И пищит она, ребята, очень добротно прям. В общем, если понимаешь, что все работает именно вот таким образом. Бах. 50 метров. Ну, это да, ребят, это кто уезжает, допустим, да, вот там на какие-то путешествия и просто дикарями останавливаются, а рядом тут сидят, отдыхают, там сидят, отдыхают, то такая штука прям реально незаменима. Блин, нифига. Блин, ну мы по-любому ее будем тестить, смотреть. В общем, это прям здорово, да. Это пригодится вообще, я думаю, не только по лодке, по любым назначениям, мне кажется. В общем, нужен аккумулятор, переходничок, который у меня уже есть. И мы, ребята, его затестим. Здорово, здорово. Вот такая сигнализация. Так, ну а пищит, я думаю, понимаю, что вот здесь. Вот здесь сама колонка. И звук выходит именно отсюда. Вот. Как-то так, ребята. Сейчас пока не могу показать, но в дальнейшем разберусь и покажу обязательно. Скоро уже, ребята, весна, скоро уже сезон. Да и вообще, в общем, куда-то найдем применение вот этой штуки. С Новым годом открыточка. Все круто. Блин, ну классный подгон, классный подарок. Лех, спасибо. В общем, ребята, вот такое письмо. Ну, координаты я оставлю в описании. Кто знает вообще, как это работает и кому интересно, в общем, если что, Алексей ответит, в принципе, сам по WhatsApp, я так понимаю, или по почте. Да, ребят, сейчас сам понимаю уже, как идет прогресс, как он шагает вперед. Чего только нового не придумывается, в общем, и
Это круто, ребята. Огромное спасибо хочу сказать Аркадию, Алексею, Людмиле, супруге, за вот такие подарки. Блин, ну приятно. Кашка за твое здоровье, мы поднимем сегодня хмельного. Ну, Алексей, я, в общем, в дальнейшем потестирую. И, в общем, я думаю, есть пару вариантов. Вообще, даже не по лодке, а именно в других моментах, куда можно это ставить и использовать. Именно когда находясь на рыбалке в течение там недели и когда ходят рядом другие люди. Это здорово. В общем, ребята, все видели сами. Ссылочку, информацию оставлю, номер телефона, почту. Кто видел, кто пользуется, я знаю, что на канале есть водомоторники. А у кого есть такие штуки, может, пишите, ребята, как вообще вы их используете. На Саню, на канал Журалаф я оставлю тоже ссылочку. Он показывал такой прибор, как он работает. Вроде то же самое все было. В общем, пока как-то так, ничем не могу помочь, именно вот показать, но смысл понятен, мне кажется. В общем, ребят, вот такие делишки. Не перестаю говорить и буду постоянно говорить, что посылки, ребят, буду показывать. И, в общем, мне кажется, это все равно идет какая-то структура рыбацкой жизни. И, в общем, ребят, как-то оно так. Так, у меня впереди сборы, ребята, впереди рыбалка. Постараюсь выехать, показать вам. И небольшие, ребята, открою карты. Технику продал, Тафалара. И эти деньги хочу пустить, ребята, не именно там купить себе что-то там, знаете, а хочу потратить вместе с вами. А буду тратить их, знаете, ребят, как? Я попутешествую на эти 100 тысяч. Поезжу здесь по округу, по республике, по хорошим рыбалкам, возможно. Покажу, познакомлю вас с хорошими людьми, которые будут сниматься, возможно, на канале. И будем ловить хорошую рыбу, ребята. Как вы на это смотрите? В общем, мне кажется, потратим деньги вместе с вами. С меня хороший контент, а вам хорошего просмотра и хорошего отдыха. И чтобы хорошие люди, ребят, смотрели хорошее кино, я потрачу именно эти бабки в это русло. Все, ребят, за хороших людей спасибо еще раз большое, ребята, за посылки, за поздравления, вообще за хорошие комментарии. В общем, за хороших людей, ребят. Сегодня хмельного я выпью. Все, ребятки. Давайте, всем пока. До новых встреч.